Итак, вон оно, Санги-Гора, ребята. Нам нужно подняться будет вверх. До самого верху, туда, на эту скалу. Эта скала находится над нашим селом. Вот оно село. Вот это ее части. Видите, падали, вот еле стоят. Вот. А нам сегодня нужно будет подняться вот так вверх. Высота примерно, я не знаю, как вам камера показывает, но высота примерно составляет 70 метров. И очень плохо, что я с собой не брал воду, к сожалению. Но первый этап, я не знаю, как профессионалы занимаются, первый этап заключается в разведке. То есть нам нужно разведать, посмотреть, по какой части можно без защиты подняться. И плохо то, что здесь могут быть ящерицы длиною 30-40 сантиметров. Вот, я их боюсь, не потому что они кусают, просто они такие страшные. И вот я сейчас думаю, не дай бог, если где-то там передо мной появится, какая будет моя реакция. Это вот самая опасная часть. Так что разведка, посмотрим. Так вот опасно. Так эти камни отделяющиеся, видите, могут падать, что нехорошо. Значит, идем дальше, посмотрим. Итак, ребята, скорее всего, мы будем подниматься вот так вот. Вот по этой части. Нам удачи, мы начинаем. Вот она, видите. Так вот будем подниматься. Находим опору, вот она у меня опора, ребята, и медленно и плавно двигаемся дальше. Вот она. Вот к следующей части. Вы потихонечку замечаете, ребята, мы находились, помните, я сказал, вот падающей части. Мы уже поднимались вот сюда. Теперь нам нужно будет выше. Скорее всего, по вот этой части. Вот так вот. Видите? Потихонечку части скалы отрываются, и это создает опасность. Видите, она вот. Тем не менее, видите высоту. Мы набираем высоту. А значит, максимально мы должны сохранить осторожность. Как вы сами видите, ребята, здесь полно опасностей. Но мы уже поднялись примерно, вот оно, вот 30 метров, видите? Начинали вон снизу. И вот так вот с этой части мы вот здесь вот. В скалолазании самое опасное, когда у вас есть страх высоты. Если вы боитесь высоты, то тогда это абсолютно вам противопоказано, данный вид спорта. Так что мы поменяем ракурс, мы поменяем наш путь, наш маршрут вверх. Скорее всего, по вот этой части. Раньше, ребята, это была одна вместе большая скала. Но вот видите, уже на 50 сантиметров нижняя часть от того, что весь давит, отделилась. И это уже прямой намек на то, что в случае каких-нибудь больших сильных дождей или суровых зим эта скала будет представлять огромную опасность. Вот мы где, ребята. Видите? Нам еще подняться и подняться. Еще есть время до успеха. Вот оно. Всегда под ногой тоже должно быть крепко, чтобы вы
вниз не подскользите. Иначе вам будет очень плохо. Дело в том, что, ребят, чтобы вам было понятно, ребята, я на эту скалу поднимаюсь кросс. Прям снизу вверх. Градус очень высокий. 95, местами 100. Поэтому скала очень и очень старая. Местами, видите, трещины вот здесь пошли. И если я, не дай бог, положу сюда ногу, и это будет моей опорой, то она будет самой ненадежной опорой, которая меня обманет и обманом потом затащит вниз. Так что нет, ни в коем случае. Нам еще нужно подняться. Вот видите, это более-менее надежно. Вот ногу сюда и вверх. Вот можно воспользоваться также зигзагом, чтобы себе облегчить работу. Вот оно. Видите, здесь тоже опасно. Вот оно. А мы вот здесь вот. Ой, сюда ты где? Нет, я вот. Овощ. Здесь тоже опасно. Надо быть осторожным. И вот оно, ребята, мы близко, и вот наконец-то мы добрались до точки назначения. Вот оно. Вот. Видите, мы вот так вот поднимались сюда. Смотрите. Это вот наше село. Это было, ребята, коротко и по мере возможности о скалолазании. Берегите себя. До свидания.